насколько хорошо изучен человеческий мозг? Первые вообще трепанации еще в цивилизации инков находили. Что важнее, головной или спинной мозг? Функции головного мозга, их больше, потому что в первую очередь это высшие когнитивные функции и вообще все действия организма человека, они идут от головного мозга. Какие основные причины опухоли головного мозга, какими они бывают и что с ними делают? Доказательная медицина, достоверно факторы, влияющие на развитие опухоли, еще не выяснили. Вот что-то в голове не так. Основным симптомом, конечно, является головная боль. Лечится ли Паркинсон с помощью нейрохирургии? Да, лечение возможно. Часто проведение на спинном мозге операции приводит к инвалидизации? Конечно, это зависит от самой операции. Селям алейкум. В гостях нашей студии сегодня врач-нейрохирург шейх Ислам Бешплав. Хош келдіңіз. Скажите, мозг отвечает за контроль всего, что происходит в нашем организме. Чем занимается врач-нейрохирург? За что отвечает? Какие операции проводит? Следует отметить, нейрохирургия – это отрасль медицины, скажем так, которая занимается непосредственно операциями на центральной нервной системе, к которым относятся головной и спинной мозг, а также на периферической нервной системе. Сама специальность нейрохирургия, она тесно связана с неврологической специальностью. Собственно говоря, первые неврологи, которые начали оперировать на головном мозге, впоследствии стали нейрохирургами. Само понятие нейрохирургии это имеет более такое, скажем так, обширное понятие. На данный момент современная нейрохирургия, она более узкоспециализирована, то есть разделяют отдельно сосудистую нейрохирургию, коллеги, которые занимаются хирургическим лечением аневризм головного мозга и артериовенозных мальформаций. Спинальная нейрохирургия, функциональная нейрохирургия, детская в частности, хирургия эпилепсии и так далее. Скажите, очень много информации о том, что человеческий мозг до конца не изучен. Вопрос такой, насколько хорошо изучен человеческий мозг? Интересом по поводу самого головного мозга, это всегда интересовало людей, вплоть до древних цивилизаций. Первые вообще трепанации еще в цивилизации инков находили останки с трепанациями головного мозга. А впоследствии, уже ближе к V веку, более детально начало это все исследоваться, а именно строение головного мозга. То есть на данный момент анатомически головной мозг изучен на все 100%. Гистологически также на 100%, и впоследствии, благодаря развитию современного технологического прорыва, такие исследования, как функциональная МРТ, позитронно-эмиссионная томограмма, электроэнцефалограмма больше дают нам информации именно о строении и функциях головного мозга. Потому что благодаря этим исследованиям можно, к примеру, определить отдельные участки головного мозга, которые отвечают за те или иные действия, выполняемые человеком. Угу. То есть конкретно за какое-то действие наше отвечает отдельно структура головного мозга, Интересно. Центр речи, центр понимания речи, центр продукции речи. Это даже два различных отдела. То есть, например, когда какой-то инсульт происходит, какая-то часть головного мозга поражается и парализует, например, руку, ногу. То есть это значит, что какая-то именно часть, отвечающая за это движение. Абсолютно верно. Причем неврологический дефицит, он возникает на противоположной стороне от самого инсульта. Если человек, к примеру, правша и происходит повреждение левого полушария, что является доминантным по речи, то возникают речевые расстройства. У правши, если поражение правого полушария, речевых расстройств не будет. Понятно. А что важнее, головной или спинной мозг? В целом, конечно, все органы важны. Это тем более органы, которые, несколько этих органов формируют более высокую структуру, такие как пищеварительная система, эндокринная система, центральная нервная система, которая относится непосредственно к головной и спинной мозг. Конечно, функции головного мозга, их больше, потому что, в первую очередь, это высшие когнитивные функции и вообще все действия организма человека, они идут от головного мозга. Но, опять же таки, без спинного мозга нормальное функциональное состояние пациента, человека, оно тоже, если он поврежден, оно тоже может страдать. При поражении шейного отдела может быть тетрапорез, это отсутствие движения в верхних и нижних конечностях. Конечно, это глубокая инвалидизация, нагрузка как для самого пациента, так и для родственников. Поэтому
И то важно в функциональном состоянии и в совместном. Вот, и то важно. Касательно опухолей, да, вот опухоли головного мозга. Какие основные причины опухоли головного мозга, какими они бывают и что с ними делают? Ну, на самом деле, если бы мы знали причину возникновения объемных образований головного мозга, можно было бы их предотвратить. На данный момент доказательная медицина, достоверно факторы, влияющие на развитие опухоли, еще не выяснили. Да, есть работы, которые касаются влияния нефтехимических продуктов, радиационного излучения. В основе это лежит атипическое деление клеток, то есть когда клетки делятся не так, как должны, и, собственно, собственная ткань, она воспринимает его как чужеродное, и формируется опухолевая ткань. Сами опухоли головного мозга, они, конечно, могут расти непосредственно из клеток головного мозга, так называемые глиальные опухоли. Они растут из клеток и поражают близлежащие отделы. А также могут быть, конечно, большой спектр, но основными, внемозговые объемные образования, которые не разрушают клетки головного мозга, а оттесняют их. Они растут из так называемой оболочки, которая окружает вещество головного мозга. И, конечно, они доброкачественные, прогнозы в таких случаях более благоприятные. А вот в случае удаления опухоли из головного мозга, как долго происходит реабилитация и насколько она человек приходит полностью в норму после удаления? На данный момент вообще и современная медицина, она направлена на быстрое, скажем так, излечение и малое нахождение пациентов в стационарах. Так называемая фаст-трек нейрохирургия и фаст-трек медицина вообще. Поэтому это усиленное, собственно говоря, уменьшение количества нахождения пациента вообще в стационаре. Мы будем пациентов, по крайней мере, так проводилось в федеральных центрах, сразу после операции, если все проходит штатно, без никаких экстренных ситуаций. И на 5-7 сутки после операции можно, собственно говоря, думать о выписке. Как таковой реабилитации, конечно, не проводится, но период восстановления после операции и на головном мозге, и на спинном мозге нужны. Но опять же таки все индивидуально, потому что бывают случаи сложные для нейрохирургии, бывают пациенты с выраженными неврологическими дефицитами после операции, которым требуется, конечно, больше внимания. Там уже зависит от ситуации. Как заподозрить у себя? Симптомы какие-то есть, что что-то в голове не так? Основным симптомом, конечно, является головная боль. Но, опять же таки, голова может болеть и после нагрузки, либо после физических каких-то упражнений, либо на фоне полного благополучия и не снимающегося приемом обезболивающих препаратов, тогда уже можно, собственно говоря, идти к специалисту. В первую очередь, это терапевты и неврологи. То есть мы, как нейрохирурги, мы, скажем так, более узкие специалисты, и к нам уже пациенты приходят после консультации смежных специалистов. Они суживают, собственно говоря, саму патологию и могут направить пациента на МРТ, на КТ-исследование, после чего уже консультация нейрохирурга требуется. Какие радикальные методы удаления опухолей существуют у нас в Крыму здесь? Радикальными методами, конечно, это вся микрохирургическая техника, но основная тенденция сейчас идет к развитию флуоресцентной навигации и флуоресцентной микрохирургии. Это хирургия, которая позволяет удалять более радикально объемное образование, так как до оперативного вмешательства пациенту дается препарат, который накапливается в опухолевых клетках, и при удалении опухоли, при взгляде в окуляры через интраоперационный микроскоп и при включении специального флуоресцентного режима опухолевые клетки светятся ярко розовым свечением, и, собственно говоря, позволяет более радикально удалить саму опухоль. Лечится ли Паркинсон с помощью нейрохирургии? Если да, то как? И у нас в Крыму есть ли такие методы лечения? Это относится к функциональной нейрохирургии. При этом, лечение возможно. Устанавливаются электроды под нейронавигацией, устанавливаются в глубинные структуры головного мозга, так называемый таламус, и это способствует уменьшению тремора рук. В Крыму такое пока не делается, это в разработке, и с главным внештатным нейрохирургом это обсуждалось, поэтому в ближайшее время, дай бог, это все удастся исполнить. А в федеральных центрах, таких как институты нейрохирургии, конечно, такое выполняется. Более того, там есть целое отделение, которое занимается функциональной нейрохирургией и хирургией боли.
Существует какая-то профилактика в случае, там, да, чтобы образование опухолей в головном мозге? Как заподозрить заранее? Ну, Не это заподозрить надо... заранее, а профилактика. Ну, там, я не знаю, не нервничать, не курить, не пить. Или это здесь уже ты не предугадаешь? Нет, вообще не предугадаешь. У меня были пациенты, у которых у родителей там в поколении не было никаких объемных образований, вплоть до там не только головного мозга, а и других органов и систем. Вот, поэтому это на самом деле нет. Сегодня вообще эта патология не угадаешь. часто встречающаяся? Да, довольно часто встречается, и нейроонкология занимает, да, довольно очень ведущее место в самой нейрохирургии. К примеру, вот в Федеральном центре нейрохирургии из 10 отделений порядка 6 занимаются именно нейроонкологией. Отдельно отделение, которое занимается опухолями передней черепной, средней черепной ямки, задней черепной ямки и по градации. А по опухолям понятно. Хотелось бы остановиться подробнее на инсультах. Что такое инсульты, в каких случаях они происходят и в каких случаях требуется вмешательство нейрохирурга после инсульта? Уже вот переехав сюда, в Крым, мне посчастливилось быть сотрудником отделения, неврологического отделения, и там львиная доля пациентов – это пациенты с инсультом. Следует понимать, что инсульт, он бывает как ишемический, так и геморрагический, то есть два разновидности. Генез, то есть причина этого состояния кроется в сосудах. При ишемическом происходит закупорка внутренней сонной артерии, которая кровоснабжает головной мозг. Из-за этого клетки мозга прекращают получать кислород и, соответственно, страдают. При этом возникают, скажем так, классические признаки инсульта в виде опущения угла рта, двигательные расстройства, либо речевые расстройства. Бывает и геморрагический инсульт. При этом зачастую состояние происходит на фоне повышенного артериального давления, когда давление поднимается до 200, до 180, а то и выше. При этом происходит разрыв сосуда и внутримозговое кровотечение. Но этот инсульт намного опаснее и страшнее, да, насколько? Конечно, зависит от объема кровоизлияния внутри головы. Потому что, собственно говоря, и показания для оперативного вмешательства, конечно, это состояние пациента, но и объем кровоизлияния. То есть, если больше 30 кубических сантиметров, то это прямое показание к оперативному лечению. Менее 30 – это можно консервативное лечение, но, опять же таки, активный динамический контроль артериального давления и, не дай бог, да, при ухудшении состояния уже повторное КТ и решение вопроса об оперативном лечении. Но, опять же таки, я же говорю, это вот вроде все так красиво, там по литературе, либо по медицинским книжкам. Но на практике, на самом деле, каждый случай все равно индивидуален. То есть бывают случаи, когда менее 30 миллилитров, но кровоизлияние локализуется в таком месте, что происходит угнетение состояния, то есть пациент не в сознании, он там не может отвечать на вопросы и так далее. Вот, тогда, да, в этих случаях следует рассматривать вопрос об операции. Иногда бывает, что объем больше 30 кубических сантиметров, но уровень сознания и неврологический дефицит не столь выражен. То есть риски от оперативного лечения, они выше естественного течения заболевания. Конечно, можно там на 2-3 сутки использовать малоинвазивную нейрохирургию с применением эндоскопа, то есть под видеоассистенцией через небольшое фрезевое отверстие удаляется гематома. Угу. А существует разделение на детских и взрослых нейрохирургов? И есть ли еще более узкие, да, специализации в вашей профессии? Нейрохирург, отвечающий за определенное что-то. Ну, все нейрохирурги всем занимаются, на самом деле. Но, конечно, когда ты занимаешься одним и тем же делом, ты в этом, да, уже более становишься профессионалом и так далее. Собственно говоря, поэтому и пошло разделение, вот как в федеральных центрах, когда специалисты уже асы в своем деле, вот, и занимаются только одной патологией. Разделения на детских и взрослых нейрохирургов как такового нет. Хотя патологии разнятся. Оперативные вмешательства могут быть различны. К примеру, есть операции, которые выполняются только в детской нейрохирургии. Там операции, связанные с деформациями черепа и направлены, да, на устранение этих дефектов. Во взрослом организме такое не происходит. Поэтому как такой разницы нет. То есть само вещество головного мозга, да, есть, конечно, пластичность и так далее, но оно идентично как у детей, так и у взрослых. Я сам работаю и во взрослой нейрохирургии, то есть основное место работы, но и на Титова, да, в детской нейрохирургии помогаем детишкам тоже. А можно ли лечить эпилепсию с помощью нейрохирургии?
Ну, золотым стандартом, конечно, да, лечения эпилепсии является медикаментозная терапия, назначение противосудорожной терапии и да, там, при неэффективности противосудорожной терапии уже там коррекция и так далее. То есть вообще сама хирургия, она, скажем так, как крайний и последний этап лечения. Раньше при фармрезистентной эпилепсии, то есть эпилепсия, которая не поддавалась медикаментозной терапии, проводились ряд нейрохирургических вмешательств, включающих коллезотомию, это рассечение мозолистого тела, структура, так называемый мостик, который соединяет оба полушария головного мозга. И, соответственно, импульс не переходил от одного полушария к другому, и да, у некоторых пациентов это помогало минимизировать случаи судорожных приступов. Ну, конечно, зависит еще от формы эпилепсии, потому что, вот, к примеру, при височной эпилепсии там страдает определенный отдел головного мозга, и, собственно говоря, хирургически можно либо выполнять амигдалогиппокампэктомию, это операция по удалению амигдалы, это в медиальных отделах, то есть во внутренних отделах височной доли, либо накладывать так называемые насечки на амигдалы, и, собственно говоря, по данным электроэнцефалограммы приступы уменьшаются. Такие работы проводились. Вот во время моего обучения в аспирантуре кандидатская была защищена на эту тему, поэтому большое количество пациентов выполнено с хорошими результатами. Угу. Да. Многие, скажите, многие очень откладывают проведение операций на спинном мозге из-за страха, что останутся на всю жизнь инвалидами. Скажите, часто проведение на спинном мозге операции приводит к инвалидизации? Конечно, это зависит от самой операции, потому что операция на спинном мозге, вообще это весь комплекс дегенеративных заболеваний позвоночника, он может значительно разниться, потому что, к примеру, может быть ситуация по поводу объемного образования спинного мозга, то есть опухоли. Там в таких случаях у пациентов зачастую уже возникает какой-то неврологический дефицит, выраженные боли, по поводу чего уже и без операции не обойтись. Бывают случаи с возникновением так называемых грыж межпозвонковых, когда происходит компрессия спинномозговых структур и выраженный болевой синдром либо в пояснично-крестцовом отделе, либо в грудном, либо в шейном, в зависимости от локализации грыжи. Конечно, инвалидизация сейчас, на данный момент, что касается, к примеру, объемных образований, то это выполняется с нейрофизиологическим мониторингом, то есть когда мы находимся возле зоны, отвечающей за действие руки либо ноги, либо не радикальничаем там, либо оставляем часть объемного образования для того, чтобы не инвалидизировать. По поводу, к примеру, микродискэктомии, это операция по поводу удаления грыж, то зачастую эти операции, они проводятся под оптической навигацией и с использованием микрохирургической техники. То есть это используется интраоперационный микроскоп, либо оптика, и визуализируется, собственно говоря, и сам корешок спинномозгового нерва для того, чтобы его не повредить и минимизировать риски. Поэтому если есть показания для оперативного вмешательства, это, конечно, да, тогда надо будет оперировать. А вы говорите про грыжи. Грыжа – это что такое? Как она возникает? И что грозит тем, кто вовремя не обратится к специалисту с этой проблемой? Сама грыжа, она возникает зачастую у молодых, это при физических нагрузках, естественно, если там работа связана с какими-то выраженными физическими нагрузками. А также у дальнобойщиков очень часто, потому что сидячий образ жизни, то есть при сидячем положении тела нагрузка на пояснично-крестцовый отдел и на сами межпозвонковые диски, она максимальна. Поэтому грыжа очень часто возникает. Плюс еще набор массы и так далее. Опять же таки, грыжа, она также разделяется. То есть бывает протрузия, это предгрыжа, так называемое небольшое выпячивание межпозвонкового диска в полость позвоночного канала. Бывает выраженные, также бывает секвестрация, когда уже часть этого диска, она в полости позвоночного канала. Но показаниями к операциям является непосредственное функциональное состояние пациента. Потому что если будут выражены стреляющие боли, причем есть морфологическая картина какого-то новообразования, то хирургическое лечение показано. При таких ноющих, сжимающих болях, даже при наличии грыжи мы рекомендуем, естественно, комплексное консервативное лечение, которое включает в себя и медикаментозную терапию, и ношение корсета, ЛФК, физиопроцедуры, иглоукалывание, массаж, поверхностный только. То есть многие мануальные терапевты, есть опыт, когда пациенты приходят и говорят нам:
во время массажа вправили грыжу. То есть сам доступ от кожи до непосредственно патологии там порядка 10-15 сантиметров. Это довольно глубоко. А возможно физические нагрузки после удаления грыжи? Или это уже вот на всю жизнь запрещено? Да нет, возможно. Возможно. Единственное, что надо контроль динамики делать. Вот, после операции в динамике контроль. Вот. Но, опять же таки, без фанатизма. Там рекорды не ставить. А так минимальные нагрузки, конечно, можно. Но под наблюдением, конечно, нейрохирурга, тем более оперирующего обязательно. Вопрос страха, да, опять подниму. Насколько часто пациенты соглашаются на операцию, не раздумывая? Ну, на самом деле, не раздумывая, очень редко. Да и я советую дать время, обсудить. Тем более это такое решение, которое сказывается не только на пациенте, а и на окружающих. То есть сами заболевания именно нервной системы, опухоли головного мозга, они в дальнейшем оказывают большую нагрузку, да, тем более, не дай бог, при инвалидизации на родственников пациента. Поэтому это надо обсуждать и так далее. Единственная наша задача – это полностью объяснить пациенту по поводу рисков оперативного вмешательства, и в зависимости уже от этого, да, он сам принимает решение. Но с нашей стороны полностью объяснить и риски, и возможности, и альтернативы хирургического лечения, к примеру, той же клипирования аневризмы. То есть можно выполнить большую трепанацию с рассечением, с разрезом от уха до уха с трепанацией, либо эндоваскулярное лечение через сосуд без трепанации. Точно так же ситуация, касаемая, к примеру, аденом гипофиза, когда можно, естественно, доступ выполнить либо через височную долю, либо через нос, без разреза на голове. Да. Что такое краниопластика и насколько часто это практикуется у нас в Крыму? Краниопластика – это операция, направленная на закрытие костного дефекта после нейрохирургических операций. Зачастую это удаление эпидуральных либо субдуральных гематом, либо во время операции на головном мозге, когда требовалась декомпрессивная трепанация, то есть трепанация с открытием большой части кости для того, чтобы вещество мозга могло пролоббировать, то есть выступать в это окошечко. Сам, собственно, костный дефект, он закрывается, на данный момент у нас в Крыму это титановыми пластинами, но есть опыт наложения и закрытия костных дефектов сейчас стереотографическим моделированием, это когда строят 3D индивидуальные импланты на основании КТ и костного дефекта. Сама операция имеет такой косметический больше характер для закрытия именно костных дефектов. Скажите, многие считают, что нейрохирургия – это дорого. Это дорого? На данный момент нейрохирургическое лечение, по крайней мере в Крыму, я знаю это точно, в Москве, я там 11 лет проработал, осуществляется бесплатно за счет квот, за счет ВМП, в федеральных центрах также за счет квот и ВМП, поэтому никаких, собственно говоря, в государственных учреждениях, то есть мы можем рассчитывать на квалифицированную, достойную помощь сегодня. Причем инструменты с оснащением, большая тенденция к улучшению. По крайней мере, я заметил до того, как я уезжал, и, собственно говоря, когда я приехал и увидел то, что в 7-й городской больнице, к примеру, стоит интраоперационный микроскоп Pantera 900, которым мы в Москве 10 лет назад ординатуру проходили и занимались через ними. А нейронавигационные системы стоят и в Семашко, естественно, в республиканской больнице, в 7-й городской. Stealth Station 8, то есть это последняя модель нейронавигации, которая позволяет в ряде случаев проектировать угол атаки и доступ к внутримозговым процессам. Введение эндоскопического оборудования также значительно возросло. То есть в плане... Не страшно сегодня довериться врачам в государственных учреждениях нейрохирургам. Да? То есть все с оснащением в порядке. С оснащением все в порядке. Но, конечно, опыт и специалисты. Но, по крайней мере, я в республиканской больнице также работаю. Многие операции, которые раньше не выполнялись, сейчас выполняются. И количество этих операций значительно возросло. Сосудистая патология активно может лечиться здесь. Некоторые, конечно, ситуации по поводу нейроонкологии, когда речь идет о глубинных структурах головного мозга, да, мы консультируемся с федеральными центрами и при необходимости отправляем пациентов туда. То же самое касается и детской нейрохирургии. Объемное образование
именно головного мозга, они также отправляются в федеральные центры. Более того, возможности для облегчения состояния ребенка в наших условиях, да, также имеются. То есть и видеоэндоскопические операции там, по поводу вентрикуломегалии, то есть расширение желудочковой системы, которая вызывает именно наличие объемного образования. Сама опухоль может даже не оперироваться, но шунт, декомпрессия, это все осуществляется. В любой проблеме, возникшей проблеме со здоровьем, важно время. И решается ли проблема раз и навсегда, если раньше обратишься, не затянешь с проблемой? Ну, сама ситуация, она зависит от природы образования на самом деле. То есть будет ли потом сталкиваться с этим заболеванием сам пациент, зависит от того, с чем мы непосредственно имеем дело. То есть при доброкачественных объемных образованиях это операция, дальнейший контроль, и маловероятно, да, что опухоль вырастет снова. Ну, вырастет лет, может, через 40-50. Вот. При злокачественных новообразованиях, конечно, время играет непосредственную роль. Причем самое важное, конечно, этап хирургического лечения, до обследования, но и после хирургического лечения время на адъювантное лечение. К сожалению, очень часто пациенты упускают этот момент, то есть они считают, что вот мы прооперировались и все, лечение закончили. Ни в коем случае, тем более, что касается при злокачественных новообразованиях. Это комплексное лечение, и хирургическое, и лучевая терапия, и химиотерапия. И были у меня пациенты, которые по тем или иным причинам не успели, не записались, в общем, не прошли лучевую химиотерапию. И после операции опухоль на контрольных снимках в 2-3 раза больше, чем мы оперировали. Рецидив, да, происходит. Если... Они довольно агрессивные, активно делятся, и поэтому могут быстро разрастаться. То есть если присутствует головная боль, не купирующаяся медикаментами, срочно обращаемся к врачу. В идеале, да. То есть, в первую очередь, терапевты-неврологи. Если там уже будут, как я и сказал, да, более выраженный какой-то неврологический дефицит, и специалист посчитает нужным направить на исследование МРТ. Так, в принципе, можно сделать МРТ в плановом порядке. То есть, раз в 5, а то и 7 лет лучше выполнять МРТ либо КТ. Потому что зачастую мозговое вещество, оно очень и очень пластичное. У меня были пациенты, у которых объемное образование на полголовы, лобную долю занимает, переднее отдело височной доли. Я спрашиваю пациента, что беспокойно, периодически вот, головокружение, периодически головные боли. Само мозговое вещество очень пластичное. И объемное образование должно вырасти до таких размеров, что оказать из-за того, что череп – это закрытое пространство, оказать давление интракраниальное и потом только вызывать симптоматику. Поэтому в плановом порядке хотя бы один раз МРТ, да, сделать МРТ. Çok sağ olunuz. Sağ olunuz. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был врач-нейрохирург Шейх Ислям Бешплав. Будьте здоровы, берегите себя.